На повестке дня уже некоторое время стоит накаленный рынок жилой недвижимости Австралии. На эту тему я общаюсь с Луи Кристофером, экспертом из SQM Research. Луи, спасибо, что пригласили нас сегодня к себе в офис. В сентябре были зафиксированы рекордные продажи жилой недвижимости. 747 объектов были проданы за одни выходные в прошлом месяце. Не могли бы вы прокомментировать идею аукционов как инструмента продаж? Для начала нужно отметить, что весной всегда на рынке много предложений по конкретным объектам. Весна – это сезон продаж. Поэтому текущая накаленность рынка вовсе не удивительна. Что действительно удивляет – это увеличение продаж посредством аукционов. Как правило, этот рынок функционирует через индивидуальные соглашения. Поэтому текущий тренд можно назвать неким отклонением от нормы, что, конечно же, свидетельствует о сильнейшем выздоровлении рынка жилой недвижимости. Вместе с тем фактом, что аукционные продажи процветают сами по себе, большой объем продаж жилой недвижимости с молотка говорит о ненормальных объемах даже для этого периода. Объем предложения аренды жилья упал, возможно, ввиду сезонно обусловленных факторов. Не могли бы вы объяснить этот факт для нас? Сейчас в Австралии спрос на аренду жилья увеличивается с темпом 2,2%, а в предыдущем месяце увеличение происходило с темпом 2,3%. Тренд всего года указывает на небольшое увеличение объема аренды. В 2015 году мы прогнозируем дальнейший рост этого показателя по мере того, как строится больше жилых объектов. На рынке сейчас зафиксирована активность в секторе строительства, и те объекты, которые сейчас в процессе строительства, будут сданы в следующем году. Таким образом, предложение аренды вырастет. А текущее падение показателя действительно связано с сезонно обусловленными факторами. И это наблюдается каждый сентябрь. Мы говорили о тенденции роста цен на рынке жилой недвижимости Австралии. Какой город именно подвержен большему риску – Сидней или же Мельбурн? Потенциальный риск – это очень хороший вопрос. Я думаю, что оба города подвержены этому риску в одинаковой степени. Оба города значительно выросли с конца 2012 года. Но при рассмотрении десятилетней средней рост не так уже велик. Несомненно, так ощущается, но по факту это лишь органический рост каждого из городов в отдельности. Тем не менее, в Мельбурне, я бы сказал, риски немного выше. С одной стороны, строительный сектор в Мельбурне более активен, чем в Сиднее. За последние 10 лет в Мельбурне уже наблюдался значительный рост. Это не значит, что в определенный момент можно исключить вероятность коррекции. Я ожидаю лично небольшое падение в двух городах, что произойдет сразу после повышения процентной ставки. And so on a price-to-incomes basis, Melbourne's actually looking more expensive than Sydney right now. Now, that's not to say that going forward we're not going to see a correction at some point in time. As part of the normal cycle, we're going to see a downturn in both of these cities. And I suspect that's going to be when we see an interest rate rise. But when that actually happens, it looks like it's going to be some way off, given what the forward yield curve is looking like right now. Как вы знаете, РБА выразила беспокойность бумом на рынке жилой недвижимости, который был вызван притоком инвестиций. Насколько еще рынок должен накалиться, чтобы РБА принял какие-либо меры? Еще год назад мы говорили, что РБА не повысит процентные ставки только из-за того, что происходит в Сиднее. Нужно прояснить один момент, что происходящее в Сиднее не происходит в остальных регионах страны. Некоторые города фиксируют лишь незначительное увеличение капитала, в некоторых наблюдается сокращение, а некоторые города выходят в ноль. Поэтому повышение процентной ставки только из-за Сиднея кажется несколько несправедливым в плане рынка жилой недвижимости и экономики в целом, которое, нужно признать, еще в слабом состоянии. For the other housing markets and for the greater economy, which, let's face it, is fairly soft right now. Луи, спасибо, что пообщались сегодня с нами.
Итак, не судите о стране только по одному ее городу. На этом наш выпуск подошел к концу. За дальнейшими новостями мира и экономики следите с Дукаскопи ТВ. From me, though, it's goodbye for now.